В последние годы фраза «внутренний туризм» перестала быть маркером вынужденных ограничений и превратилась в мощный тренд, за которым стоит осознанный выбор. Российские путешественники все чаще смотрят не в сторону зарубежных курортов, а на карту собственной страны. И здесь, среди бескрайних просторов, вечной мерзлоты, алмазных недр и полюса холода, есть место, которое парадоксальным образом притягивает теплом. Это Республика Саха-Якутия. Регион, где экстремальный климат становится не препятствием, а брендом, где природа не суровая, а величественная, и где людей ждут не просто ночлег, а погружение в совершенно иную реальность. Но если для туриста Якутия – это история про приключения, то для местного предпринимателя это история про характер. Открыть туристический бизнес в условиях, где температура зимой опускается ниже минус 50, а летом комары способны свести с ума кого угодно – это поступок, граничащий с миссией. Именно так, как поступок, можно расценивать историю создания базы отдыха Пончо Кэмп. Ее директор прошла путь, который в центре России показался бы детской прогулкой. Найти участок в дикой, почти нетронутой природе, убедить гостей, что ехать туда стоит свеч, выстроить логистику там, где даже Google Maps часто бессилен. Сегодня Пончо Кэмп – это не просто место с палатками или домиками, это пример того, как из хобби и любви к малой родине рождается устойчивый бизнес. Вопросов у меня и у вас будет очень много. Например, как найти идеальный участок среди тайги, где брать клиентов, когда сарафанное радио работает лучше таргета, и что важнее для успеха в туризме – бюджет на рекламу или горящее сердце. Об этом и не только в нашем интервью с человеком, который доказал – бизнес на краю земли – это реально, если правильно посчитать морозы и вовремя поклониться духам природы. В нашей студии Яковлева Наталья Вячеславовна, владелица базы отдыха Пончо Кэмп. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Очень интересно узнать, с чего начинался ваш путь в туризме, как пришла идея создания именно вашей базы под названием Пончо Кэмп, и что повлияло на выбор конкретного места под эту базу. И искали ли вы участок специально, или он достался вам абсолютно случайно? Расскажите, пожалуйста. Здесь я могу рассказать очень много, да, потому что вообще изначально мы очень активная семья. Да, мы очень любим отдыхать на природе, и наше основное хобби было это рыбалка и охота. И вот у нас было 3 семьи, которые постоянно мы все вместе ездили отдыхать. И всегда думали, да, почему бы нам не создать что-то такое для людей, да, чтобы было показать, что можно с комфортом ездить. Думали, сперва хотели организовать какие-то там выездные рыбалки, выездные охоты, да, какую-то, но решили остановиться на базе отдыха. Конечно же, потом начался период поиска именно самой земли, где это мы можем расположиться. Да, вариантов было очень много, что мы рассматривали. И Табагинский мы смотрели, да, и в сторону Намского тракта. Но потом брат мой, да, вспомнил о том, что когда-то раньше нас родители возили на Кенкеме. Мы туда ездили отдыхать, когда были детьми. Поехали, посмотрели, и нам так понравилась сама именно природа, да, вот эти вот сосны, такой лес чистый, и какая-то там есть умиротворенность. И именно вот это вот нас привлекало всегда, да, и вот говорят, почему? Может быть, с детства зацепило, да, вот это вот место. Ну и решили вот оформлять. Оформляли мы землю 2 года. Это такой очень тоже процесс такой долгий, оказывается. Мы думали, раз, быстренько оформим, да, и все. Ну ладно, прошло 2 года, вот оформили мы землю, и пришел период того, что, надо уже что-то строить, что-то делать. И год мы думали, не знали, с чего начать, да, потому что ни электричества, вообще никаких технологических присоединений там нету. Там просто как бы земля на отшибе, грубо говоря, да. Что делать? Думали, ладно, решили сделать, у нас как 3 семьи, сделали 3 домика, решили, да, и каждому домику закрепили как бы семью.
И чтобы домики были разные. Ну, внешне они все одинаковые, но именно интерьер, стиль, да, чтобы как бы, ну, чтобы, как сказать, каждый внес туда свое что-то, да? Да, оригинальность такая была, да? И вот, получается, мы 3 домика вот создали, да, все это завозили на машинах, потому что весь стройматериал какой-то вообще на руках мы таскали, да, вот лафет, например, да, вот это вот все то, что основание. И первый год открылись. Конечно же, да, вот поток людей какой-то вот пошел, была 100% загрузка у нас летом. Мы еще и зимой работали, да, потому что у нас домики-то, по идее, круглогодичные. Зиму отработали и поняли, что как будто бы спрос, да, спрос большой, а предложения нет у нас. Ну, в итоге мы решили, что нам надо будет еще. Но при этом мы, конечно же, участвуем в разных конкурсах. Вы сказали, что очень долго заняло оформление. Вы оформляли сами или обращались куда-то в какую-то организацию специальную, там, в агентство недвижимости или в земельную службу? Нет, мы, получается, сперва обратились к кадастровому инженеру, который нам сделал именно, как-то он, ПДЛУ называется, да, ПДЛУ, потом поставили на кадастровый учет, потом подали свою заявку в Министерство экологии, там уже был аукцион. Да, и после проведения аукциона, конечно же, уже договор аренды под рекреацию на 49 лет заключили. Получается, вы тогда не стали использовать вот эту услугу «Дальневосточный гектар». Вот сейчас же многие пытаются через эту услугу взять землю и уже думают на ней либо фермерством заняться, либо вот туристическим бизнесом заняться. Потому что вот я наблюдаю, очень большой спрос именно на дальневосточный гектар идет. И у вас ведь Вилюйский тракт. Вот. Но у нас земля под дальневосточный гектар просто не подходит. Это водоохранная зона, она федеральная земля. Поэтому у нас все идет через Министерство экологии и именно через аренду. Но это реально все равно, значит, Да. в вашем случае получить землю в водоохранной зоне можно. Можно, конечно, да. Главное правильно пойти по этапам, да. И, конечно же, это процесс долгий. Где-то на каждом из промежутков как инстанций, да, примерно оформление документов занимает 2-3 месяца. Да, и это вот так накладывается, в итоге получается, ну, в течение года можно сделать. Просто у нас растянулось на 2 года это оформление, да, потому что сперва мы тоже долго искали, кто это будет делать, да, у всех цены очень разные, у кадастровых инженеров, да, у кого-то там одна цена, у кого-то другая, кто-то говорит сроки там 6 месяцев, кто-то 3 месяца, да, и в итоге получилось у нас вот так. Какими каналами вы сегодня привлекаете гостей? Потому что соцсети ограничены. Есть у нас там белые списки, да, и в этих белых списках совсем немного социальных сетей, с помощью которых можно привлекать аудиторию, скажем так. Вот. Может, у вас есть какой-то собственный секрет продвижения своей базы? Может быть, вы зарегистрировались на каких-то сайтах, туроператоров, там, маркетплейсах и так далее. Расскажите, пожалуйста, о таких секретах, потому что сейчас даже действующим предпринимателям интересно, как вы продвигаете свой бизнес, а тем, кто хочет начать свой бизнес, тем более. Если мы говорим о телеграм-канале, да, пытались вести в прошлом году телеграм, но откликов очень мало. Да, не каждый, видать, заходит и смотрит его. Ну и, конечно же, это сарафанное радио. И каждый раз мы пытаемся сделать что-то, на своей базе что-то сделать такое, чтобы один клиент пришел, увидел и рассказал другим своим, да, там, родственникам, друзьям, не знаю, подругам, там, чтобы зацепить их. И все равно сарафанное радио. Многие говорят, да, мы о вас слышали, да, мы о вас слышали, но первый раз у вас, например, были, да. Ну а вы специально размещали, например, информацию о своей базе где-нибудь на каком-то сайте или на сайте, допустим, Минпреда, который ведет вот агентство по развитию туризма? Да, у нас там есть, да, мы там есть включены на вот агентство туризма, Visit Tourism, да, на сайте у них есть мы. И еще мы рекламировались на заправках Сибойл. Да, у нас был видеоролик, который запускали в прошлом году, ну и в основном только так. Ну, получается, самый рабочий инструмент — это все-таки сарафанное радио. Да, ну и опять же нужно учитывать этот момент, например, да, в первый год мы не сильно рекламировались, потому что мы не могли, как сказать,
своим спрос-предложение, да, то есть имеется в виду, а у нас ограниченное предложение было, да, а спрос был велик. Поэтому, чтобы сильно много людям мне тоже не отказывать, да, поэтому реклама была такая, чисто сарафанное радио, где-то 2 года, например, да. А когда уже сейчас, на сегодняшний день у нас база составляет 15 домов. В прошлом году мы приглашали блогеров, но в этом году как бы тоже у нас блогеры тоже ограниченное количество. Например, на период летний мы берем всего где-то 3-4 блогера, и в принципе этого достаточно. И получается, вот вы сказали сейчас, у вас уже 15 домов. За Да. какой период вы построили от 3 домов доросли до 15? Вообще у нас в этом году будет 5-й сезон. 5-й сезон, Да, то есть вот. 5 лет, условно говоря. Ну, условно 5 лет, да. Получается, первые 2 года у нас было по 3 домика, да, и уже начиная с 3-го года мы уже разрослись до 15 домов. Да, и дома у нас тоже, они все делятся, да. Получается, у нас есть 6 основных домов, это у нас для больших компаний, ну, опять же, это до 6 спальных мест и вместимость максимум до 12 человек. И есть, мы сделали локацию отдельно, да, домики семейного формата, чтобы именно семьи с детьми приезжали и отдыхали. Сейчас это стало очень популярно, потому что мы в первые года заметили, да, что основной наш контингент это были женщины, да, и иногда вот семьи с детьми приезжали. А сейчас мы решили именно поддержать, вот, именно показать, как нужно с детьми отдыхать. Да? Люди приезжают, нет связи, самое главное. Да? То есть ребенок не будет сидеть в телефоне? Ну, вот, некоторые говорят, нет, ой, как плохо, но я говорю, вот на самом деле, да, вот вы приехали с детьми, и от того, что даже вам делать нечего, да, потому что не каждый день сидит в своем телефоне, вы уже общаетесь, вы уже что-то делаете вместе, вы уже играете вместе, да, друг другу уделяете какое-то внимание. И в этом и заключается как бы общение в семье. Ну да, и цифровой детокс это обязательно как бы нужно делать хотя бы 1-2 раза в год, уезжать в зону, где вообще не ловит интернет, и отдыхать полностью от вот этого информационного шума, который нас сопровождает ежедневно. И вы абсолютно правильно говорите, что только живое общение может вернуть там какие-то отношения внутри семьи, тем более на правильное русло. Какие ресурсы вы еще видите в своем бизнесе? То есть те ресурсы, которые вам помогают работать в этом направлении? Это люди, которые вас окружают, это ваши друзья, может быть, партнеры какие-то. Расскажите об этом подробнее. Ну, вообще, основной ресурс, конечно же, это наш костяк. Да? Вот нас 6 человек, которые занимаемся мы всем. И у нас, слава богу, как говорится, золотые руки у всех почти. Да? Каждый из нас умеет делать все, грубо говоря. Но при этом, да, мы не забываем, что тут мы делим ответственность. Да? Кто-то, например, делает хорошо одно дело, значит, он этим занимается, кто-то делает другое дело, этим хорошо занимается, да, и ведет вот это вот направление, например. Да? И в этом плане очень удобно. Конечно же, большой ресурс — это у нас персонал. Да? Потому что уже когда стало 15 домов, соответственно, нужно, это опять же и обслуживание, да? Это все-таки горничный персонал, да, которые тоже приезжают, убирают все дома, потом они уезжают. То же самое прачечная, например, да. Система бронирования. Тоже у нас есть... Администраторы, да, те, которые Да, но у нас бронирование идет все через сайт, да, через сайт бронирования, но всегда есть, конечно, администратор, да. Но в этом году их будет даже 2, потому что поток людей уже увеличился настолько, что один администратор уже не справляется. Ну и вообще, конечно, ресурсы, ну, их много, и их разные все. И получается, вы сказали о людях, да, те, которые у вас работают. Они у вас работают каждый год одни и те же, или вы каждый год набираете на сезон людей новых? Ага, тут получается, у нас есть один работник, который постоянный, да, он с нами уже вот на протяжении вот от самого открытия базы, на которого мы молимся, как говорится. Ну да. И, конечно же, другой персонал, он меняется. Да, потому что в прошлом году мы набирали студентов, в этом году они, к сожалению, уже устроились на работу, да, и как бы они уже не собираются к нам приходить. И еще в этом году к нам придут на практику студенты. Да, и тоже очень хорошее, как бы, как сказать, и с нашей стороны, да, мы будем их обучать именно сервису,
да, как правильно организовать сервис, да, ну, хоть, может быть, и на наше, как сказать, усмотрение, но все равно мы стараемся сделать так, чтобы нашим гостям было всегда у нас комфортно и уютно. То есть вы не боитесь делиться опытом с начинающими, ну, там, это же будущие ваши конкуренты все равно, да, вот взращивают, сейчас вот наши колледжи взращивают будущих ваших конкурентов, и они приходят к вам, учатся у вас, и вы не боитесь этого? Нет, нет, мы наоборот открыты всегда к такому, потому что если мы не будем делиться опытом, не будем рассказывать, как это делать, да, что и как, почему, то не будет... Это здоровая конкуренция, как говорится, да? Да. Абсолютно верно, и от этого развивается рынок только еще больше, и людей, именно гостей будет еще больше. Но при этом это еще и нас подстегивает, да, как бы с каждым годом становиться все лучше и лучше. Держать уровень, да? Да, держать уровень, потому что это тоже сложно. Можно было, например, на 3 домах и остановиться, да, и продолжать себе просто, ну, быть, да, такой базой. Но мы с каждым годом тоже смотрим, что внутренний туризм развивается. Людям нужно уже не только, например, приехать, отдохнуть в домике, да, им нужно еще хорошая мангальная зона, например, да. Безопасная самая главная. Да, безопасная, да. Также, вот, например, тоже покататься на сапах, на лодках, да. Потом этого нам тоже показалось, что уже в определенный год что-то опять не хватает. Людям надо походить где-то, что-то поделать, что-то посмотреть, опять же, да. Поэтому мы открыли в прошлом году мини-ферму свою. Да, и вот так вот и каждый год постепенно. А в этом году мы делаем уже акцент на том, чтобы именно заполнить вот эту вот часть. Детскую площадку построили тоже в прошлом году, чтобы дети где-то могли играть. В этом году тоже будем дополнять всякими уже, как сказать, такими играми, да, ну, чтобы человек мог приехать и отдохнуть спокойно, там, 4-5 часов. А у вас походить, будет да? такое, например, что детьми занимается какой-то отдельный человек? Либо... Присмотр, Да, вы присмотр. имеете в виду, да? Но пока мы до присмотра еще не доросли, но, может быть, в будущем, конечно, да, будет такое, но пока не могу сказать точно. Хорошо. Тогда сейчас мы перейдем к такой очень важной теме, потому что все равно без помощи государства не обойтись, да, и без поддержки общественных организаций тоже. Поэтому у меня вопрос. Вот какую реальную поддержку вы получили от государственных органов? Это могут быть субсидии, гранты, льготы, может быть, консультации. И конкретно от Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия. Помогла ли вам Торгово-промышленная палата с сертификацией услуг или выходом на партнеров? Возможно, у вас появились какие-то международные связи или внутри нашей Российской Федерации. Вот расскажите об этом опыте. Вообще, конечно, без дополнительной поддержки невозможно, да, построить за 5 лет, ну, грубо говоря, да, ну, за 4 полных года такую базу. В первый раз мы воспользовались, взяли кредит в республиканском фонде. 5 миллионов мы взяли под, я не совру, 5%, кажется, это было, да? Тогда было. И, конечно, это, как говорится, это очень хорошая поддержка, да, которую, как бы, мы очень рады, что нам ее выдали, этот кредит, да. Потом мы опять воспользовались тоже, уже городской фонд мы обратились, фонд города Якутска, но там взяли мы тоже 3 миллиона взяли. Да, и тоже там было 6% или 5%, я точно сейчас не могу сказать. И, конечно же, мы во всех конкурсах, субсидиях и грантах мы везде участвуем. Да, мы получаем обязательно, ну, то есть не обязательно, то есть мы получаем, мы выигрываем эти гранты и осваиваем эти гранты. И сдаете отчетность, и поэтому вам идет отчетности, доверие. да, конечно, бывает, мы как бы тоже люди, да, мы МПшники, тоже бывает немножко там задерживаемся, да, там что-то там не проходит, что-то это, но при этом как бы Министерство наше, я забыла, туризма, Министерство предпринимательства, да, и Министерство экономики, конечно, это все рассматривают, да, и на каких-то вот, ну, все равно помогают в этом плане, да. А так отчетность, конечно, да, она вся цифровая идет, в принципе, этого не нужно вообще бояться, да, ничего такого там страшного нет, если делать все ровно, как там написано и как все указано. И также мы участвуем всегда в городе на субсидии, на возмещение затрат на приобретение туристического оборудования. Да, участвуем. И мы участвовали в российском конкурсе
по некапитальному строительству модульных домов. И вот эти вот 9 домов, которые мы там построили, 10 домов, 10 домов маленьких и 3 больших. Это было все по этой программе. Получается, вы не сидите на месте, вы ищете всегда какие-то варианты, правильно? Вот, и хотелось бы нашим телезрителям сказать, да, что нельзя сидеть на месте и ждать, пока к тебе с неба что-то упадет. Нужно начать делать вот эти первые шаги к своей мечте. Если вы мечтаете открыть бизнес, сходите в МФЦ, сходите в центр «Мой бизнес», узнайте, какие документы вам нужны. Если вы хотите получить государственную поддержку, обратитесь вот в эти фонды, которые сейчас назвала Наталья. Это Министерство предпринимательства и развития туризма. Это Фонд развития предпринимательства Республики Саха-Якутия. Вы слышали цифры, вы видите, что человек получил прекрасный опыт, и у него все получилось и получается. Я думаю, что у вас еще будет получаться долгие годы. Желаю вам, чтобы ваш бизнес процветал, потому что вот вы сказали об участии государственных органов, а торгово-промышленная палата вам все-таки есть какие-то мероприятия, в которых вы участвуете именно как партнеры? Может быть, это какие-то выставки, возможно, это какие-то выездные мероприятия? В торгово-промышленной палате, да, я член торгово-промышленной палаты. Есть там у них программа семейный бизнес, да. И ко мне приезжали многодетные мамы, то есть те, кто участвовали в этом конкурсе, да, и я им рассказывала, показывала нашу базу, рассказывала, что нужно сделать, да, для того, чтобы можно было начать вообще заниматься туризмом, как-то их поддержать, потому что мы тоже раньше были просто простыми, тоже ничего не знали, да, и как бы... И всегда мы готовы делиться опытом. Да, и я им рассказала, вроде бы им всем понравилось, как мне показалось. Да. И, конечно же, да, торгово-промышленная палата нам еще помогла в прохождении в аккредитации. Да, наверное, не секрет, то, что сейчас все базы отдыха, гостиницы должны проходить аккредитацию. И да, мы одна из них, немногих баз города Якутска, да, которые аккредитованы уже Российской Федерации. Получается, вы относитесь к городу Якутску? Мы относимся к городу Якутск, да. То, что вы считаете нужным, чтобы человек знал при открытии собственного дела, особенно в сфере туризма? Что могу посоветовать? Да, самое главное, это надо, конечно же, не бояться. Да, все всегда с чего-то начинается, все бывает, конечно, бывают проблемы, их тоже нельзя бояться, это все решается. Главное, чтобы изнутри, от души вот это вот все исходило, да, вот это хотение создать что-то такое, чтобы людям, для людей именно, да, потому что ты делаешь это именно для людей, а не для себя. Еще совет. Обращайтесь, да, в органы, потому что они всегда помогают, центр «Мой бизнес» очень хорошо помогает. Можно прийти к ним, они вам дадут советы, можете даже бизнес-план помогут написать, да, для участия в конкурсах, грантах, субсидиях. Что еще могу сказать? Вообще везде там работают очень хорошие люди, во-первых. Что еще? Самое главное — это желание, как мне кажется, да, и когда есть желание, тогда и есть именно вот это появляется какая-то внутренняя сила, энергия творить. Расскажите о своих планах на будущее. Планах на будущее, конечно же, это вечное развитие, да, все время развиваться, да, улучшаться, делать какие-то вещи у себя на своей базе. Да, но мы теперь уже понимаем, что раньше думали 9,5 га у нас, да, что ой, как много земли, а сейчас начинаем уже понимать, ой, как уже мало земли, кажется, нам уже не хватает места. Потому что еще, да, один главный совет, когда вы ищете место в себе под бизнес, например, да, под туризм, то обязательно посмотрите ваше место летом сперва, потому что мы посмотрели его зимой, и когда поставили точки, потом, когда уже все это растаяли, мы поняли, что 75% нашей земли — это марь, да, это болотистые места, и, конечно же, мы тогда немножко расстроились, но подумали, ничего, сейчас мы эту марь тоже потихоньку осваиваем. Как-то вот так. Нужно смотреть летом, если что, землю. У нас в прошлом году было гостей, наверное,
Иностранных, ну, человек 10, наверное, да, в общем. И они были все с разных, кто-то оттуда, кто-то оттуда. И мне понравилось то, что вот одна девушка сказала, она, кажется, из Канады была. Она сказала, что у вас так тут красиво и уютно. Я даже не ожидала, говорит, да, потому что у нас там другой уровень, да, и вы почти вот к нам уже подошли, как бы, да, мы почти вот на этом уровне. И так это было приятно слышать, то, что не абы как бы, да, вот мы делаем, да, а что мы, оказывается, стараемся, да, чтобы был комфорт, и при этом соблюдалась вся вот эта вот концепция. А как насчет комаров? Мы обрабатываем территорию. Ну, 100% я не гарантирую, что комаров у нас нету, конечно, да. Но наши гости, которые приезжают, они говорят, вот немножко отойдут от нашего, да, от нашей территории, то там очень много комаров, а у нас их, можно сказать, почти и нет. Спасибо большое, Наталья, за интервью. Надеюсь, что мы еще встретимся с вами в нашей студии. Когда мы начинали этот разговор, нам казалось, что туристический бизнес в Якутии – это прежде всего про холод, логистику и невероятное терпение. Но беседа с директором Понча Кэмп расставила акценты иначе. Оказалось, что здесь все про тепло, искреннюю заботу о госте, любовь к своей земле и готовность помогать другим, даже если ты сам только встаешь на ноги. История Натальи Вячеславовны не магический рецепт мгновенного успеха, а живая иллюстрация того, как частная инициатива и поддержка торгово-промышленной палаты, и участие в волонтерских проектах, и вера в свой край превращают дикий участок в точку притяжения. Да, проблемы остаются, дороги, сезонность, кадры, но главный вывод, который прозвучал сегодня, прост. В Якутии можно и нужно строить туристический бизнес, если вы готовы не только спрашивать у государства помощи, но и протягивать руку сами. С вами была Рита Якушева и передача «Про деньги». До новых встреч в эфире.